мне ты думаешь, светить легко? Поди, попробуй. А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба. Один из пионеров русского плаката, Владимир Маяковский, и сегодня вдохновляет представителей агитационного искусства. Как тогда его «Окна роста», современные плакаты – это попытка минимум средств привлечь внимание к серьезным темам. 120-летие поэта – серьезный повод для размышления. На плакатах, посвященных Маяковскому, авторы практически использовали только 3 цвета. Это белый, черный и красный. Белый и черный понятно. Белый – это лист бумаги, черный – чернила. Ну а красный – это тот цвет, который наиболее характеризовал Маяковского, как цвет страсти и неуемной энергии. И, конечно, красный – это цвет Октябрьской революции, поэтому который был Маяковский. Тогда и зародилась русская традиция плаката. Выставкой «Поэзия плюс дизайн» Союз дизайнеров продолжает серию плакатных акций. Первый конкурс был посвящен Александру Родченко, которого считают родоначальником отечественной рекламы. Появилось промышленное искусство, и вот оно породило плакат. Потому что плакат существовал еще до того. И французский плакат известен, да, с Тулуз-Латрек там, и все остальные мастера, но он был другой. А здесь появились новые образы, новый язык. Экспозиция пробудет в Севастополе до 30 ноября. Организаторы также проведут в Севастополе конференцию на тему особенностей развития современного плаката. Форма плаката не только интересна с художественной точки зрения. Такое искусство, считают организаторы, становится еще более актуальным, когда общество сталкивается с переменами. Я думаю, организовывает нас в своих мыслях, в своих чувствах, в своих переживаниях и в своей гражданской позиции. Плакат, он всегда в авангарде, он всегда, как-то он нас волнует, да, вот когда какие-то серьезные кризисные ситуации в обществе, всегда есть плакат. На выставке представлено несколько десятков плакатов, лучшие из почти 500, присланных на конкурс. Как поэзия Маяковского не была похожа на поэзию Лермонтова, так отличаются и плакаты, посвященные им. Но почти половина из них важной деталью, кроме написанных дат и строчек из произведений, являются портретные особенности поэтов, особенно глаза. Они, как ничто другое, в облике человека умеют говорить одновременно много и мало, как плакаты. Василий Косенко, Павел Красиков, Севинформбюро.